Здравствуйте, уважаемые участники конференции «Книга на Сибирском тракте». Игринский районный краеведческий музей, старший научный сотрудник Миронов Павел Александрович. Доклад «Новые смыслы старого тракта. Бачкеевские читки. За имя мое». Игринский районный краеведческий музей имеет несколько филиалов. Один из них размещен в историческом здании этапного пункта в деревне Бачкеево. Вот как здесь изображено на старинной карте из фондов Центрального государственного архива Удмуртии, деревни Бачкеевска на южной ветке Сибирского тракта. Игринский районный краеведческий музей и этапный пункт деревни Бачкеево проводят массу интересных мероприятий. Я вам расскажу об одном из них, посвященной собственно раскрытию темы конференции «Книги на Сибирском тракте». Это мероприятие называется «За имя мое». Собственно, это отрывок из Библии, и мы рассказываем, читаем отрывки духовной прозы из Евангелия, из таких писателей, как Крылов, его басню читаем, современных авторов духовной прозы, Бориса Ширяева, Архимандрита Спиридона Кислякова и других. Рекламка перед вами. А вот, собственно, само действие. То есть мы собираемся, в данном случае это Ассоциация православных педагогов Игринского района, и читаем в Бачкеевском этапном пункте отрывки, заранее нами подготовленные. Кто-то переодевается в одежду историческую, в робу, кто-то какие-то элементы ее одевает на себя. В данном случае это подготовительные моменты, а здесь уже сам процесс. Учителя из Игринского района. И кроме того, что мы читаем отрывки, мы обсуждаем, что прочитали. Но само действие сначала чтение, а потом обсуждение. То есть задача таких читок, они проходят раз в 2 года. Всего прошло у нас 2 читки в 2018-2020 году. Задача состоит в том, чтобы актуализировать, собственно, значение духовной прозы, значение самой веры, значение книги и привлечь внимание к различным формам проведения досуга и учителей, и, конечно же, потом учителя привлекают учащихся. В данном случае мы привлекали и жителей села Бачкеево, то есть они тоже принимали участие. Кто-то в качестве зрителей, кто-то читал наши произведения, которые мы их заранее предоставили. И, конечно, мы обсуждаем о самих книгах, разговариваем, какое значение сегодня имеет это просто историческое или чему-то это может научить нас. И соотносим это с историческим местом. То есть в целом это действие называется погружение в художественный текст, методика вербатим, то есть прочитать исторический отрывок в месте, приближенном к тому самому, где событие, изображенное в художественном произведении, происходило. Но более того, мы читаем не просто художественное произведение, мы, например, читали записки тюремного священника или произведение архимандрита Спиридона Кислякова, тоже носит очень значительный документальный характер. Это тот, кто описал очень интересно, поучительно жизнь на Нерчинской каторге, вообще жизнь тюрем, находящихся в тюрьмах душегубах, именно душегубов, которые совершили самое страшное преступление, он буквально описывает, и как он видел их душу изнутри. То есть все это мы, самые яркие моменты, прочитываем, но наша задача не поднять эмоциональность, а, повторяю, наша задача совместить именно значение историчности Сибирского тракта, не просто как вот есть здание, вот есть сам Сибирский тракт, а включить вот именно интеллектуальную атмосферу в наши действия. То есть, уважаемые учителя, а это в данном случае уже событие нашего года. То есть мы это событие организовали немножечко в развернутом виде, мы прошли пешочком от игры, от оконечности игры, есть такое муниципальное образование Комсомольска, до Бачкеевской деревни, это порядка 7 километров. И придя в этапный пункт, нам хозяйка его, Елена Валерьевна Ларионова, рассказала историю Сибирского тракта и, самое главное, самого здания. Вот мы здесь рассматриваем надписи на здании. Слушаем ее экскурсию, внимательно слушаем и что-то от себя добавляем, делимся информацией. Очень интересно, что среди нас были люди, которые тоже интересуются исторической литературой, в данном случае все, кто мог, пожелал, имел возможность, принес исторические книги. Вот, кстати, вот здесь, если можно увидеть, вот отец Иоанн Крестьянкин, мы зачитывали отрывки о том, как он находился в тюрьме. Здесь исторические книги более 100-летней давности, как раз повествующие о том, как люди верующие относились, собственно, друг к другу. То есть часто нам нужны такие примеры, если люди в тюрьме так относились друг к другу, то и в наше время это очень важно. То есть мы сразу же думали в перспективе, как применить нашу методику рассказов о книге через
прикосновение к истории Сибирского тракта. Ну и в этом году мы дополнили нашу читку рукоделием. То есть женщины делали верстовой столб рукоделия, а мужчины, кто там присутствовал, мы вырезали из дерева интересные толкушки для ягод. И перед выходом, то есть мы там переночевали, мы, соответственно, сфотографировались. То есть эта дорога по пешеходной части небольшая, самое главное действие нашего мероприятия – это читка, то есть прочтение, выразительно-художественная декламация. Собственно, именно момент здесь очень важен – погружение в обстановку. То есть нужно представить сначала, то есть здесь момент актерской игры приветствуется. Но самое главное понимать, что мы не стремимся выглядеть красиво, а мы ставим цель понять, о чем происходила речь в произведениях и о чем писал автор, и как это пересказать подрастающему поколению. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Так.